Занесен в Книгу почета Общероссийской общественной организации ветеранов Российский союз ветеранов. Теперь первый из музеев из КФО в Книге почета Российского союза ветеранов. Музей памяти и славы города Малгобека имени Башира Чербижева официально стал частью содержания, хранящего в себе великую историю страны. В честь столетия образования ингушской государственности руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов вручает вымпел за активную патриотическую работу. Нанесение книги почета, занесение освидетельства у музея достойные почет книги. И скажу так, это единственный музей Кавказа, который занесен в Книгу почета России. А книгу учреждал сам маршал Советского Союза Жуков и маршал Советского Союза Василевский. 67 лет тянутся книжки. Организация в общем. Как говорили наши маршалы, честь имею. Музей памяти и славы Малгобека основан в 1978 году. Здесь несколько залов, в которых бережно хранятся артефакты Великой Отечественной войны, письма и фотографии фронтовиков. Они насчитывают более 2000 единиц. Пополняется в основном при помощи работы именно с поисковиками, поисковой группой, которые находятся непосредственно в Малгобеке. Гости отметили вклад музея в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи. Чтобы наше подрастающее поколение, дети, которые растут, они не увлекались ни наркотиками, ни экстремизмом, терроризмом, чтобы этого не было. Чтобы они знали, сколько человек ушли на фронт, сколько человек воевали в Афганистане, в 90-е годы, на Кавказе, участниками боевых действий. Тысячами у нас сейчас на Украине находится, тысячами. Герои России, кавалер ордена мужества, за отвагу. Вот это мы должны показывать, чтобы будущее было у нас воспитанное и патриотическое. Музей памяти и славы ведет активную работу по сохранению музейного наследия. Здесь собрана ценная информация о подвигах, героической самоотверженности защитников Малгобека, тружеников города-нефтяников. Также в музее представлены уникальные свидетельства военного времени. Это пятизарядка Мосина, легендарная. Например, есть еще пистолет-пулемет Шпагина, ППШ. Есть часть снаряда знаменитой «Катюши». Мы видим именно стартовая часть именно. Работники музея каждый день продолжают работать над пополнением музейного фонда. Внесение в почетную книгу Союза ветеранов России считают знаменательным событием в истории их учреждения. Очень торжественный момент для нашего маленького, но очень богатого музея. Хотелось бы поблагодарить именно Совет ветеранов за оказанную нам такую честь. Музей памяти и славы идет в ногу со временем. За последние годы претерпел значительные изменения. Особое внимание уделили развитию технологической базы. Материал, который скопился за десятилетия работы, не умещался в выставленных залах. Теперь он хранится в электронном формате. Создали базу, именно внутреннюю базу, именно непосредственно музея, где каждый желающий посетитель может посмотреть информацию. Например, если он хочет найти именно ветеранов Великой Отечественной войны, он может нажать просто на вкладку «Великая Отечественная война». Также работники музея совместно с администрацией Малгобека, поисковыми отрядами и юноармейцами ведут работу по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны. Все данные намерены внести в электронную книгу памяти, которую планируют выпустить к 80-летию Великой Победы. Диана Дударова, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.